Все, можно? Добрый день, уважаемые педагоги. Снова с вами встречаемся на замечательном онлайн-курсе о жизни глухих и слабослышащих. С сегодняшнего дня у нас начинаются практические онлайн-курсы по направлению работы, как правильно понимать, что такое дактиль, что такое жестовая речь, основы этих языков, что в них включено, этика общения, да, с людьми слабослышащими, с людьми глухими, как правильно дактилировать, как правильно жестикуляцию производить. Об этом всем сегодня вам расскажут два замечательных педагога уникальной школы города Сыктывкара номер 4. Это Скорнякова Елена Васильевна, она учитель сурдопедагог, человек, знающий о жестовом языке и о дактиле абсолютно все. И Есева Валентина Ивановна, это учитель-дефектолог, она подключится чуть-чуть попозже. Сегодня мы с вами поговорим об основных значениях дактиля, жестовой речи, об основах и обязательно о правилах дактилирования. Как правильно это сделать, чтобы человек, который не слышит или плохо слышит, чтобы вас понял, услышал и чтобы вы смогли общаться. Вот. А сейчас я хочу предоставить слово уже непосредственно Елене Васильевне, да, и Валентине Ивановне. Прошу вас, Валентина Ивановна. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена Васильевна Скорнякова. Голосовое сопровождение представляет Валентина Ивановна Есева. Сегодня мы покажем вам по 10 жестов из нескольких тем. Первая тема – знакомство. Знакомиться. Вместе с нами жест повторите, пожалуйста. Знакомиться. Теперь попробуйте показать его сами. Знакомиться. Следующий жест. Привет. Покажите жест вместе с нами. А теперь попробуйте показать его самостоятельно. Молодцы, я думаю, что все у вас получается прекрасно. Я. Давайте вместе. Я. А теперь сами. Я. Молодцы. Идем дальше. Имя. Меня зовут. Имя или меня зовут? Меня зовут. Попробуйте показать сами. Меня зовут. Молодцы, хорошо. Следующее слово. Работа. Внимательно еще раз посмотрите, пожалуйста, сделайте вместе с нами. Работа. А теперь сами покажите. Получается? Очень хорошо. Следующее слово, которое вы должны знать – учеба. Давайте покажем вместе. А теперь попробуйте сами. Молодцы, хорошо. Следующее слово. Жить. Вместе с нами. Жить. А теперь самостоятельно. Жить.
Прекрасно, замечательно. Приехать. Жест может быть трудный, но давайте попробуем вместе. Приехать. Попробуйте показать его сами. Приехать. Хорошо, молодцы. Идем дальше. Встречаться. Вместе с нами покажем встречаться. А теперь сами. Встречаться. Хорошо. Жест понятный, я думаю, вы быстро его запомните. И последнее по этой теме «хочу». Давайте вместе покажем «хочу». Попробуйте сами. Хочу. Замечательно. По этой теме мы с вами познакомились со всеми словами, которые мы планировали. Следующая тема. Вопросы. Еще раз внимательно посмотрите. Вопрос. Попробуйте показать жест сами. Молодцы. Идем дальше. Где? Давайте покажем вместе. Где? Попробуйте показать сами. И не забудьте эмоционально отразить вопрос на лице. Где? Следующий вопрос. Зачем? Ну, может быть, немножко непонятный жест. Посмотрите расположение пальцев. Зачем? А теперь попробуйте сами показать этот жест. Зачем? Молодцы, очень хорошо. Следующий вопрос. Как? Еще раз. Вместе продактилируем. Как? А теперь попробуйте продактилировать сами. Как? Следующее слово вопрос. Когда? Давайте вместе сделаем этот жест с Еленой Васильевной. Когда? А теперь попробуйте показать его самостоятельно. Когда? Хорошо. Идем дальше. Который? Покажем вместе. Который? Попробуйте показать сами. Который? Хорошо. Следующее слово вопрос. Кто? Давайте скажем вместе с Еленой Васильевной. Кто? А теперь скажите, пожалуйста, сами. Кто? Хорошо. Дальше. Куда? Внимательно посмотрите на пальцы. Угу. И повторите вместе с нами жест. Куда? А теперь попробуйте сами. Куда? Молодцы, хорошо. Откуда? Еще раз внимательно. Вместе с Еленой Васильевной. Откуда? Хорошо. А теперь сами. Откуда?
Следующее слово вопрос. Почему? Вместе с нами. Почему? Самостоятельно. Прекрасно. Жест не настолько сложный. Я думаю, что каждый может его повторить. Следующее слово вопрос. Сколько? Жест очень понятный, часто используется в быту. Давайте скажем вместе. Сколько? А теперь сами спросите, сколько? Молодцы, очень хорошо. Ага, молодцы, очень хорошо. Мы с вами прошли две темы: знакомство и вопросы. Мы познакомились с отдельными словами. А теперь фразы по этим темам. Привет. Как сказать? Привет. Давайте вспоминать. Привет. Вместе с Еленой Васильевной еще раз. Привет. А теперь самостоятельно. Привет. Молодцы. Этот жест мы с вами уже знаем. Как тебя зовут? Вспомнили, внимательно посмотрели. Теперь вместе с нами. Как тебя зовут? Попробуйте задать этот вопрос самостоятельно. Как тебя зовут? Молодцы, хорошо. Следующее предложение. Я хочу с тобой познакомиться. Как мы покажем? Я хочу с тобой познакомиться. Внимательно посмотрели. А теперь вместе с Еленой Васильевной. Я хочу с тобой познакомиться. Попробуйте сказать это самостоятельно. Я хочу с тобой познакомиться. Молодцы. Идем дальше. Как дела? Второй жест трудный. Давайте внимательно посмотрим. Дела. Так. Дела. Попробуем повторить его самостоятельно. Как дела? Молодцы. Очень хорошо. Следующий вопрос. Ты глухой или слабослышащий? Глухой или слабослышащий? Давайте повторим вместе с Еленой Васильевной. Ты глухой или слабослышащий? Где ты работаешь? Где ты работаешь? Давайте повторим вопрос вместе с Еленой Васильевной. Где ты работаешь? А теперь попробуйте его задать сами. Где ты работаешь? Где ты учишься? Где ты учишься? Внимательно посмотрели. Теперь повторяем вместе с нами. Где ты учишься? Попробуйте задать этот вопрос самостоятельно. Где
ты учишься? Следующий вопрос. Из какого города ты приехал? Из какого города ты приехал? Ну, вопрос, наверное, трудный, поэтому еще раз, Елена Васильевна, покажите, пожалуйста. Из какого города ты приехал? Теперь этот вопрос покажем на жестовом языке вместе с Еленой Васильевной. Из какого города ты приехал? Попробуйте задать этот вопрос самостоятельно. Молодцы! Может быть, немножко трудно, но мы стараемся. Следующий вопрос. Где сейчас живешь? Где сейчас живешь? Давайте спросим вместе с Еленой Васильевной. Где сейчас живешь? А теперь сами задайте вопрос. Где сейчас живешь? Получилось? Очень хорошо. Идем дальше. Давай будем встречаться и дружить. Давай будем встречаться и дружить. Но большое, трудное, наверное, предложение. Давайте еще раз покажем, Елена Васильевна. Давай будем встречаться и дружить. Попробуйте сказать это предложение жестами самостоятельно. Давай будем встречаться и дружить. Очень хорошо. Теперь вы уже можете показать жестами слова по двум темам: знакомство и вопросы. Еще одна тема, с которой мы хотели бы вас познакомить. Это цвета. Еще раз внимательно посмотрите, пожалуйста. Цвета. Скажем вместе с Еленой Васильевной. Цвета. А теперь покажите, пожалуйста, сами. Очень хорошо. Молодцы. Первый цвет. Красный. Давайте покажем вместе. Красный. Покажите, пожалуйста, сами. Красный. Очень хорошо. Молодцы. Синий. Вместе с Еленой Васильевной. Синий. Самостоятельно. Синий. Хорошо. Следующий цвет. Зеленый. Вместе с нами. Зеленый. Самостоятельно. Зеленый. Хорошо. Желтый. Вместе с Еленой Васильевной. Желтый. Самостоятельно. Желтый. Белый. Еще раз внимательно посмотрите. Белый. Вместе с Еленой Васильевной покажем. Белый. Попробуем самостоятельно. Белый. Черный. Вместе с нами. Черный. Самостоятельно. Черный. Молодцы. Идем дальше. Голубой.
Покажем вместе. Самостоятельно. Голубой, фиолетовый. Еще раз, Елена Васильевна. Фиолетовый. Покажем вместе. Фиолетовый. Покажите, пожалуйста, сами. Фиолетовый. Очень хорошо. Молодцы. Оранжевый. Покажем вместе. Оранжевый. Покажите сами. Оранжевый. Молодцы. Очень хорошо. Золотой. Вместе с Еленой Васильевной. Золотой. Самостоятельно. Золотой. Ну что ж, прекрасно. Теперь вы познакомились со всеми основными цветами и можете показать их на жестовом языке. И попробуем мы это сделать, построив фразы. Первое предложение. Цвет настроения красный. Как мы это покажем? Еще раз внимательно посмотрите, пожалуйста. Цвет настроения красный. Вместе с Еленой Васильевной. Цвет настроения красный. Попробуйте сказать это самостоятельно. Цвет настроения красный. Молодцы, очень хорошо. Следующее словосочетание. Белый пароход. Как мы это покажем? Давайте еще раз внимательно посмотрим, как показывает Елена Васильевна. Белый пароход. Попробуем показать сами. Белый пароход. Очень хорошо. Молодцы. Так. Следующая фраза, следующее предложение очень сложное. Триколор российского флага. Белый, синий, красный. Внимательно посмотрим, как показывает Елена Васильевна. Триколор российского флага. Белый, синий, красный. Еще раз внимательно посмотрим, как показывает Елена Васильевна. Триколор российского флага. Белый, синий, красный. Попробуйте показать жестами это предложение. Триколор российского флага. Белый, синий, красный. Молодцы! Следующая тема, с которой мы хотели бы вас познакомить, это тема «Семья». Трудный жест еще раз. Елена Васильевна, покажите, пожалуйста. Семья. Давайте мы покажем вместе с Еленой Васильевной. Семья. Попробуйте сказать сами. Семья. Молодцы. Очень хорошо. Мама. Вместе с Еленой Васильевной. Мама. Самостоятельно. Мама. Папа. Вместе с Еленой Васильевной. Папа. Самостоятельно. Папа.
бабушка. Вместе с Еленой Васильевной. Бабушка. Сами. Бабушка. Дедушка. Покажем вместе с Еленой Васильевной. Дедушка. Покажите, пожалуйста, сами. Дедушка. Брат. Вместе. Брат. Сами. Брат. Сестра. Вместе. Сестра. Самостоятельно. Сестра. Сын. Еще раз внимательно посмотрите, пожалуйста. Сын. Покажем вместе с Еленой Васильевной. Сын. А теперь покажите, пожалуйста, сами. Сын. Очень хорошо. Следующее слово. Дочь. Вместе с Еленой Васильевной. Дочь. Сами. Дочь. Дядя. Вместе с Еленой Васильевной. Постараемся. Дядя. Сами. Дядя. Тетя. Вместе с нами. Тетя. Самостоятельно. Тетя. Племянник. Еще раз внимательно посмотрите, пожалуйста. Племянник. Скажем вместе. Племянник. Самостоятельно. Племянник. Молодцы. Очень хорошо. Следующая тема. Дом, квартира. Покажите, пожалуйста, самостоятельное слово «дом». Молодцы. Квартира. Две дактильные буквы. К и В. Квартира. Вместе. Самостоятельно. Квартира. Комната. Вместе с Еленой Васильевной. Попробуйте самостоятельно. Комната. Кухня. Вместе с Еленой Васильевной. Попробуйте сами. Кухня. Туалет. Внимательно посмотрите вместе с Еленой Васильевной. Туалет. Сами покажите, пожалуйста. Туалет. Хорошо. Дверь. Вместе с Еленой Васильевной. Сами. Окно. Вместе. Окно. Самостоятельно. Окно. Коридор. Вместе с Еленой Васильевной. Коридор. Самостоятельно покажите, пожалуйста. Коридор. Мебель. Внимательно еще раз посмотрите. Мебель. Вместе с Еленой Васильевной покажем. А теперь сами. Мебель. Улица.
вместе с Еленой Васильевной. Улица. А теперь самостоятельно. Улица. Сад. Вместе с нами покажем сад. А теперь покажите, пожалуйста, сами. Сад. Очень хорошо. Молодцы. Следующая тема. Животный мир. Еще раз, пожалуйста, Елена Васильевна, покажите. Животный мир. Давайте попробуем мы вместе с Еленой Васильевной. Животный мир. А теперь сами. Животный мир. Очень хорошо. Молодцы. Самое любимое животное – кошка. Вместе покажем. Кошка. Покажите, пожалуйста, сами. Кошка. Собака. Ой, покажем вместе. Собака. Покажите, пожалуйста, сами. Собака. Очень легкий, очень понятный жест. Мышь. Еще раз, это трудно. Молодцы, вместе. С Еленой Васильевной. Мышь. А теперь сами. Мышь. Птица. Вместе с Еленой Васильевной давайте покажем. Птица. Попробуем показать сами. Птица. Змея. Еще раз. Змея. Вместе покажем. Змея. А теперь попробуем сами. Змея. Лошадь. Вместе с Еленой Васильевной. Лошадь. Самостоятельно. Лошадь. Свинья. Вместе покажем. Свинья. А теперь сами. Свинья. Черепаха. Еще раз внимательно посмотрите. Черепаха. Попробуйте показать сами. Очень красивый жест. Черепаха. Молодцы. Слон. Вместе с Еленой Васильевной. Слон. Самостоятельно. Слон. Верблюд. Давайте покажем и вместе. Верблюд. А теперь покажите сами. Верблюд. Молодцы. Очень хорошо. Мы с вами познакомились со словами по 3 темам. Семья, дом, животный мир. Теперь попробуем из этих слов составить предложение. Первое предложение. Дом – место для отдыха семьи. Как мы это покажем? Дом – место для отдыха семьи. Еще раз внимательно посмотрите, пожалуйста. Дом – место для отдыха семьи. Второе предложение. У моей бабушки живут кошка и собака. У моей бабушки, живут кошка и собака. Давайте вместе скажем это предложение. У моей бабушки живут кошка и собака. Попробуйте сказать это предложение сами. У моей бабушки
живут кошка и собака. Следующее предложение. В нашей новой квартире красивый вид из окна. Ой, длинное большое предложение. Новой квартире красивый вид из окна. Вместе с Еленой Васильевной. В нашей новой квартире красивый вид из окна. Из окна. Молодцы. Очень хорошо. У нас еще осталось несколько тем. И сейчас мы продолжим нашу работу. Следующая тема – транспорт. Вместе с Еленой Васильевной. Транспорт. Очень хорошо. Автобус. Вместе с Еленой Васильевной. Покажите, пожалуйста, сами. Автобус. Троллейбус. Вместе. Троллейбус. Покажите сами. Троллейбус. Трамвай. Вместе с Еленой Васильевной. Трамвай. Сами. Трамвай. Машина. Еще раз, пожалуйста. Машина. Вместе с Еленой Васильевной. Машина. Сами. Машина. Поезд. Давайте покажем вместе. Поезд. Покажите, пожалуйста, сами. Поезд. Электричка. Покажем вместе. Покажите, пожалуйста, сами. Электричка. Самолет. Покажем вместе. Самолет. Покажите, пожалуйста, сами. Самолет. Велосипед. Покажем вместе. Велосипед. Покажите, пожалуйста, сами. Велосипед. Маршрутка. Вместе. Маршрутка. Сами. Маршрутка. Метро. Еще раз вместе. Метро. Самостоятельно. Метро. Переходим к следующей теме. Тема путешествия. Отпуск. Еще раз вместе с Еленой Васильевной. Отпуск. Покажите, пожалуйста, сами. Отпуск. Аэропорт. Покажем вместе с Еленой Васильевной. Аэропорт. А теперь сами. Аэропорт. Вокзал. Покажем вместе. Вокзал. Покажем самостоятельно. Вокзал. Билет. Покажем вместе. Билет. Покажем самостоятельно. Билет. Гостиница. Вместе с нами. Гостиница. Самостоятельно. Гостиница. Чемодан. Чемодан. Покажем вместе. Чемодан. А теперь, пожалуйста, сами. Чемодан.
Таможня. Вместе с Еленой Васильевной. Таможня. Покажите, пожалуйста, сами. Таможня. Паспорт. Вместе с Еленой Васильевной. Сами. Паспорт. Гид. Еще раз. Гид. Вместе с Еленой Васильевной. Гид. Сами. Гид. Музей. Вместе с Еленой Васильевной. Музей. Самостоятельно. Музей. Очень хорошо. Переходим к следующей теме. Времена года. Еще раз. Времена года. Покажите, пожалуйста, сами. Времена года. Осень. Еще раз, Елена Васильевна. Теперь вместе с Еленой Васильевной. Осень. Покажите, пожалуйста, сами. Осень. Зима. Вместе с Еленой Васильевной. Зима. Теперь самостоятельно. Зима. Весна. Вместе с Еленой Васильевной. Весна. Самостоятельно. Весна. Трава. Вместе с Еленой Васильевной. Трава. Сами. Трава. Лето. Вместе с Еленой Васильевной. Лето. Сами. Лето. Погода. Вместе с Еленой Васильевной покажем. Сами постараемся. Погода. Дождь. Вместе. Дождь. Самостоятельно. Дождь. Жарко. Вместе покажем. Жарко. Сами покажем. Жарко. Ветер. Вместе ветер. Самостоятельно. Ветер. Холодно. Покажем самостоятельно. Холодно. Сырость. Покажем вместе с Еленой Васильевной. А теперь покажите, пожалуйста, сами. Сырость. Хорошо, молодцы. Теперь из новых слов составим предложение. Первое предложение. Летом у меня будет отпуск. У меня будет отпуск. Еще раз внимательно посмотрим. Летом у меня будет отпуск. Скажем вместе с Еленой Васильевной. Летом у меня будет отпуск. Повторите, пожалуйста, это предложение сами. Летом у меня будет отпуск. Следующее предложение. Мне нравится путешествовать. Мне нравится путешествовать. Еще раз, Елена Васильевна. Мне нравится путешествовать. Скажем это предложение вместе с Еленой Васильевной. Мне нравится
Путешествовать. Скажите это предложение самостоятельно. Мне нравится путешествовать. Всей семьей решили поехать в Испанию. Всей семьей решили поехать в Испанию. Предложение трудное? Давайте еще раз внимательно посмотрим. Всей семьей решили поехать в Испанию. Попробуем повторить его самостоятельно. Всей семьей решили поехать в Испанию. В Испанию отправимся самолетом. В Испанию отправимся самолетом. Вместе с Еленой Васильевной. В Испанию отправимся самолетом. Самостоятельно попробуем. В Испанию отправимся самолетом. Там будем жить в гостинице. Там будем жить в гостинице. Вместе с Еленой Васильевной. Там будем жить в гостинице. Попробуем самостоятельно. Там будем жить в гостинице. Возьмем машину на прокат и посетим ближайшие города. Трудное предложение, будьте внимательны. Возьмем машину на прокат и посетим ближайшие города. Еще раз, Елена Васильевна. Возьмем машину на прокат и посетим ближайшие города. Наверное, в третий раз не будем самостоятельно повторять, а еще раз вместе с вами, Елена Васильевна. Возьмем машину на прокат и посетим ближайшие города. Наверное, да, время. Угу. Прежде чем закончим нашу встречу, мы хотим вам предложить небольшое задание. Перевести на жестовый язык хорошо вам знакомую оранжевую песенку. Импровизация разрешается. Я хочу напомнить вам слова этой песни. Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд, оранжевые мамы, оранжевым ребятам, оранжевые песни оранжево поют. Елена Васильевна, еще раз покажите, пожалуйста, жест оранжевый. Жест оранжевый вы знаете. Дальше разрешается импровизация. Мы будем очень рады видеть ваши видеоматериалы в ответ на нашу передачу на сайте Криро и ПК. И еще чуть-чуть внимания мы вас задержим. Немножко, пару минут мы с вами задержим. Мы хотим вам напомнить отличие дактильной и жестовой речи. Елена Васильевна, скажите, пожалуйста, что такое дактильная речь? Жестами. Дактильная речь – это ручная азбука. Это ручная азбука. А жестовая речь
Это форма общения. Это форма общения неслышащих людей. Это форма общения неслышащих людей. Сегодня с жестами мы с вами как раз и познакомили. А дактиль – ручная азбука. Жестовая речь. Это форма общения неслышащих людей. А дактиль – это ручная азбука. Каждый дактильный знак соответствует букве русского алфавита. Например, русского алфавита. Например, буква А, буква Б, буква В. Из букв собираются слова, а из слов предложения. Например, жестами. Меня зовут Елена Васильевна. Как мы покажем жестами? Зовут Елена Васильевна. А дактилем? Дактилем. Меня зовут Елена Васильевна. Вы, наверное, обратили внимание, что и в жестовой речи очень активно используется дактильная речь, потому что нет жестовых знаков у собственных имен, у научных понятий, у географических названий и так далее. Поэтому все эти слова дактилируются, то есть показывается ручной азбукой. Всё. Всё. Спасибо большое за внимание. Спасибо всем большое за внимание, за участие. Еще раз хочу напомнить вам, что все свои работы, мини-видеосюжеты вы можете отправлять на сайт Краевой ПК в Центр сопровождения специального и инклюзивного образования. Елена Васильевна и Валентина Ивановна обязательно отсмотрят ваши материалы. И если у вас возникают какие-то вопросы, обязательно нам пишите. Они тоже с большим удовольствием ответят на все ваши вопросы. Ну, а сейчас хочу пожелать вам всего доброго, удачи в выполнении интересных заданий. До новых встреч. До свидания.